Избирательные участки в Южной Осетии открылись в 8 утра по московскому времени. На территории республики действовали 73 пункта, где каждый житель мог выразить свою гражданскую позицию. Еще один участок открыли в посольстве Южной Осетии в Москве. За ходом выборов следили международные наблюдатели из 12 стран мира. Серьезных нарушений не выявили. Эти люди похожи на нас в южноафриканских конфликтах. И лучший путь – это разрешить этот конфликт демократическим путем. Стремление и воля жителей Южной Осетии очень важны в этих выборах. Сами выборы прошли без происшествий. Мы видели людей, которые с удовольствием принимали участие в этом событии и голосовали. Я думаю, это были прозрачные выборы. ЦИК каждые 2 часа информировал о явке избирателей. Чтобы выборы в парламент Южной Осетии признали состоявшимися, проголосовать должно более 50% населения. Это около 16 тысяч человек. По данным ЦИК, проголосовавших было намного больше. Эксперты отметили высокую активность населения Южной Осетии. Выборы прошли в спокойной обстановке. Люди шли не так, как раньше были испуганы, с такими глазами. А сейчас они шли с улыбкой, глаза блестели у них. Вы понимаете, я заметила, что люди все-таки идут выбирать свою власть, уже уверены, что Южная Осетия станет нормальной, хорошей республикой и признает не только 5 государств, а признает еще и больше. Но надо поработать над этим. В 23 часа Центральная избирательная комиссия объявляет первые итоги голосования. Из 9 партий в парламент Южной Осетии проходит только 4. Единая Осетия, Народная партия РИО, Единство народа и НХАШ. Им удалось набрать свыше 7% голосов. Этого достаточно, чтобы получить мандаты. В это время в штабе «Единой Осетии» отмечают победу. Несмотря на то, что данные предварительные, лидер партии Анатолий Бибилов был уверен, что даже после окончательных итогов результат не изменится. Первые подсчеты продемонстрировали, что именно «Единая Осетия» набрала самое большое число голосов. Сегодня день Святой Троицы. Номер нашей партии в бюллетене был 3-й. И, наверное, Господь сказал так, что действительно в этот праздник эта партия должна выиграть. Я всех поздравляю. Первая Анатолия Бибилова поздравила мама. В эти минуты рядом вся его команда. Триумф, как и положено, праздновали национальными танцами. Как и на предыдущих выборах, в паспортах избирателей ставили специальные штампы «Квадрат» с датой голосования. Делали это для того, чтобы избежать фальсификации. Эти выборы могут стать еще одним шагом к объединению России и Южной Осетии. Елена Черенкова, Борис Сопоев, Республика Южная Осетия. Специально для Осетия ТВ.